Я занимался бизнесом. Я не понимал, мне некогда Был было. вне политики. Вот вроде то, ведь нет, Да. чувак, я был пророссийски настроенный, А понимаешь? ну-ка расскажи, как интересно, как это У было. меня мама из России, из Белгородской области. Папа у меня родился и вырос в Крыму. Я все детство провел в Крыму. Первая моя супруга жила в России. И я часто там бывал. Для меня Россия, деды воевали, это было не пустым звуком. 9 мая, Так там, точно, да, отличный повод набухаться. Вот. Да. И для меня это было не пустым звуком. Для меня русские братья. Я ездил, меня там встречали, меня там любили. Я вырос в Крыму, в котором украинцев, украиноговорящих считали унтерменшами, недочеловеками. Слушай, да у них бабок нет. Что они говорят? Приехали. Ну, а крымских татар ты знаешь, как относиться. Да, галычане приехали, у них денег нет, давайте лучше москвичам сдадим, они больше заплатят. За крымских татар это вообще отдельная история. Чемодан, вокзал России. Я помню этот прекрасный этот разговор в Симферополе с моим другом, с которым я вырос, и который голосовал за Крым наш. В итоге я сказал, что я приду, и обязательно он мне за это ответит. Ну-ка расскажи, интересно. Что? Про Крым. Есть такой у меня друг, я не знаю, я надеюсь, что он это увидит, Денис Королев, который заболел онкологией, приехал ко мне сюда лечиться. Жил у меня в квартире. Его супруга, она, не буду говорить ее фамилию, потому что она сейчас живет здесь, моя лучшая подруга из той жизни, и она его вылечила здесь. И когда началась эта вся кухня, она стояла на проукраинском митинге, Мгм, а он говорит: не, ну, братан, ну Крым же крымский. мгм. Я говорю: ну жди. Я говорю: у меня память хорошая, и здоровья достаточно. Я доживу до того возраста, когда я приду и задам тебе этот вопрос. Так вот, я был из России в тот момент. Но когда вошли войска в Крым, прости, я вырос в Крыму. И какое вы имеете право заходить на нашу территорию? У вас своя возня, у вас Чечня, которую вы оттяпали у Ичкерии. У вас есть там вся эта кухня. Подождите, пацаны, вам скоро Западную, Восточную Сибирь отдавать. Вы еще просто не А сообразили. когда ты понял крымских татар? Когда мой друг Максим Музыка с батальоном Крым Знаю. нас перся на Саур-могилу, их было 11 человек, группа Гордейчука, они все были не оформленные, кто-то погиб, кто-то получил ранение. А Макса Музыку я знаю с самого раннего детства, мы жили с ним в соседних парадных, и выяснилось, познакомились мы по-взрослому уже после В войны. детсаду. вот. Да, в детском саду мы ходили в одну группу и жили в соседних парадных. И вот тогда я начал понимать, что у людей забрали землю. Потому что, Тейдер, ну кому как не тебе знать, что сейчас твой народ изгой на своей собственной земле. Это длится 240 лет. Ничего, Мордор сгорит.